Совсем недавно космические корабли, орбитальные станции и космонавты считались чем-то недосягаемым и далеким. О космонавтах ходили легенды и сочинялись песни. Но времена меняются, развиваются технологии, и сегодня, имея специальную аппаратуру, можно пообщаться с космонавтами. На выходных состоялся очередной 10-й сеанс радиосвязи с Международной космической станцией. На связь с ребятами вышли космонавты Анна Кикина, Дмитрий Петелин и Сергей Прокопьев. Бывает отказывает, но мы стараемся учинить. Как вы пьете воду на МКС? Прием. Такая связь с космонавтами вызывает у детей не только эмоции, но и чувство патриотизма и гордости за свою страну. Ребята с особым интересом задают вопросы и тут же получают обратную связь. Все создано для того, чтобы было комфортно космонавтам работать, все условия для жизни. Как вы управляете МКС? МКС довольно сложная штука, управлять ей тяжело, как внутри, так и снаружи, поэтому нам помогают автоматические средства, компьютеры различного рода. Ну и Земля, Центр управления полетами ЦУП в Королеве, в Хьюстоне, в других местах также помогают нам, и в случае чего советом. Спасибо вам за прекрасные ответы. Ребята, у них есть одна просьба. Анна Кикина, пусть приедет на нашу радиостанцию. Мы ее очень ждем. Желаю вам Эмоции всего у детей хорошего, скорейшего зашкаливали. возвращения на В скором Землю. будущем космонавты обещали приехать к нам на радиостанцию. Теперь с нетерпением ждем живую встречу с космонавтами, рассказывает Ренат Валеев, руководитель Азнакаевской молодежной радиостанции.